запекать. Зашибись. Давай сначала одного тогда. Как-то мне неудобно. Налимчик хороший. Ух ты, какая печень большая. Деликатес. Здесь главное, чтобы пузырь не порвался. Вот он. Аккуратненько надо убрать. Угу. Ну какая огромная печень трески. Все. Запуливаем. Ворон съедят. Да-да-да, вам. Хирургическая операция.
Порежу. Мяско, да. Не косточку. На. Кс-кс-кс. Да на. На. Кс-кс-кс-кс. Как его зовут? На. Ешь. Ничего себе налимчик. Налимчик, да. О. Ну это я буду это сосать. Там столько мяса, да, конечно. Поймала. Смесь перцев. Печенку отдельно сделаем, да? Печень. Так, друзья, ну что, всем здрасте, всем привет. Вчера вернулись с неплохой рыбалочки. Добыли налима, причем такого неплохого. Один налим у нас был 3,5, ребята, как мы помним, 3 там 500 с лишним. И вот второй трешечка. Лариса показала разделку. Непрофессионально. Непрофессионально, но это, ребят, нормально. В общем, сняли слизь, небольшую чешую. Лариса убирает плавники, многие выбирают шкуру, прям плоскогубцем выдирают. Я тоже это делал когда-то, но шкура, ребята, она вкусная. В общем, получилась у нас вот такая порция налима. Здесь головы нету, без плавников, и вот у нас еще 2 хороших ломтя такой печени. Это мы в отдельную баночку сделаем, попробуем сделать паштет. Да, Лариса? Нет, просто печень. Просто печень. В общем, будем готовить, ребят, в автоклаве. Налима мы еще как раз не готовили, потому что не ловили. И вот сейчас, сегодня как раз есть вариант попробовать. 2 налима, как раз, мне кажется, будет 10 баночек. Баночки приготовили, баночки у нас новые. У нас автоклав на Фэнсалмине на 10 банок пол-литровых. Как раз, мне кажется, будет вот так. 2 налима по 3 килограмма.
В общем, поперчили, посолили. Да, Ларис? Да. И будем готовить в масле. Как бы ничего больше добавлять не будем. Перец горошек. Ну, перчик, да. Никакого жидкого дыма, ни томата, ничего не будем. Будет классический налим, вот такой вкусный. Да. Попробуем. В общем, все, ребят, что, рыбку засолили. Пускай она немножко подсолится. А мы начнем готовить банки, стерилизировать крышки. Ну и готовить сам наш автоклав. Погнали. Опа, баночки. На дворе, друзья, начало апреля. Полным ходом идет весна, оттепель. Зимней рыбалки остается совсем немного. Дороги уже скрылись. Смотрю, по полям пошла тоже вода уже в каналах. В общем, дело уже к весне. Скоро. Ну, еще у нас не скоро, еще целый месяц. Ну, зимняя рыбалка, друзья, еще будет. Так что мы еще пока... Мы пока еще зимуем. Но сегодня у нас приготовление очередной вкуснятины, мне так кажется. Гороховая каша, друзья, у нас получилась просто супер. Прям вообще мужикам, кого не угощал, очень всем понравилось. Так что налим, мне кажется, будет. Это самая любимая моя рыба. Так что, мне кажется, будет круто. Так, ребят, ну что, сколько раз уже показывал, точнее, сколько мы уже рецептов сделали с Ларисой. Постоянно говорю, что мы готовим на пару, не на воде. То есть мы банки не заливаем, мы добавляем всего лишь 1,5 литра воды. Ну, на этот автоклав. Этот у нас мини. Есть, конечно, и побольше. Ну, в принципе, нам достаточно вот на 10 баночек заряжать. Что-то все круто получается. Нам очень понравилась, кстати, вот, ребят, эта тема. Реально получается очень вкусно. И это можно сохранить. Прям взял, поехал куда-нибудь. Взял, я вот сейчас в походы беру постоянно какие-то каши. Блин, ну супер, ребята, супер. Так, ну, в принципе, все. Автоклав готов к закладке. Больше здесь ничего не нужно. Водичка. И все. Так, на глаз. Эти маленькие совсем. Добавляем перец, друзья. Так, чисто на глаз, там 3-4 горошина. Душистого у нас не оказалось. Это у нас черный молотый, да? Нет, это черный. Целый. Просто не этот, не душистый, небольшой. Как правило, рыбу, ребят, мы сейчас солили все вместе. Перчили, солили, ну прям в одной емкости. Не добавляли там, допустим, ложку соли там на банку, а делали все на глаз. И никакого рецепта нету, это все делается на глаз, примерно так. Все приходит с опытом, как говорится. Кто готовит, тот, наверное, понимает, что столько рыбы, примерно столько соли. Соответственно, прям какой-то дозировки у нас нету. Ну и в принципе все. Нарезали такими большими кусками, ребят. Не мельчили. Прям вот так. Мне кажется, налим такой без костей. Не надо больше. Автоклав все сделать красиво. И вот такая закладочка пошла у нас. По 3-4 куска больших получается. Но мне кажется, это все разварится и будет такая система классная. Все, закладываем. Сейчас посмотрим, как у нас получилось, сколько влезет, сколько не влезет. Но мне кажется, как раз будет, друзья. Баночка, печеночки. О, ребятки. 2 сердечка. Сколько из масла добавляем? Не знаю сколько. На глаз? Да. Короче, будем готовить в масле, ребята. Вот
так, видите, как Лариса сделала, запечатал. Чтоб везде дошло. Не, масло везде дошло уже, хорошо. Отлично. Ну все, друзья, вот такая штучка получается у нас. Закрываем баночки поплотнее. И ставим все в автоклав. Так, что у нас, Рис, получилось? 9 баночек? Да. Короче, опять немножко. У нас что-то одна банка страдает постоянно. Да, Рис? 2 куска не хватило. Но... Пришлось доложить. И баночка печени, друзья. Вот она. Деликатес. Все, супер, круто, классно. Так, что, куда сделаем? Сюда сделаем. Опа. Все, закрываем. Опа. Так, все, друзья, ставим на огонь. Клапан обязательно открываем и заводим баркас. Все, поднимаем температуру закипания, ставим шланг. Так вот. И сюда его водичку, чтобы показал нам закипание. Пока ждем закипания, друзья, вышел на улицу и смотрю, уже все, сороки, вороны растаскали. Ну, мы здесь живем на окраине, здесь лес и уже вот 300 метров река. В общем, смотрю, поля уже скрываются, ребят, весна полным ходом. Сегодня у нас 4 апреля. Дороги все подтаяли. Не знаю, еще сделаем, наверное, пару выездов. 2-3 выезда. Одна экспедиция точно намечается. Ну, а потом уже будем готовиться, друзья, к сезону открытой воды. Так как говорится, готов Саня летом, а телегу зимой. И в этом сезоне, возможно, ребят, будет у меня другой аппарат. Пока я не буду открывать все карты. Только пока в задумках. Надо все раздумать. Не знаю, в общем, возможно, буду продавать комплект, ребята, и буду брать что-то другое. Есть пару задумочек у меня, но это в будущем, это в планово. Но пока еще пару выездов, ребят, наверное, намечается, пару экспедиций. Я сейчас пока на ремонте, у меня там ломануло немножко модуль, тяжелые дороги уже сложные, и вот сейчас по приезду, последний, когда с Серегой выезжали, у меня там немножко отвалилось, надо, короче, подзавариться. Вот разобрал сегодня модуль и заваримся, подкрашусь и, наверное, сгоняем. Вот такие, ребят, пока дела. Делишки. Ладно, ребят, что, пойдемте. Автоклав, наверное, закипел. Ждем закипания. Ну и закрываем клапана и набираем давление на готовку. Скорее всего, вкусного налива.
Итак, ребята, 100 градусов. Все, водичка закипает. Сейчас у нас срабатывает клапан, и мы закрываем основной. И уже будем набирать баррели давления. Ну, рыбка, в принципе, мягенькая, свежая. Наверное, поддерживаю минут 40 в 120 градусах и 1,2 давления. Минут 40-45. Мне кажется, будет готово. Так, друзья, 13-12. Ну, мы набрали нужную нам температуру. Можно сейчас убавить газ. И вот в этом режиме 45 минут. Ну, короче, в 2 часа включаем. Все. Ничего сложного, ребятки. Приобретайте обязательно. Делайте сами вкусные вещи. У нас уже вот такие баночки стоят, ребята. Короче, завтра будем пробовать. Ну да, на вид так не очень, да? А выглядит, ребята, какая-то мутная такая тема. На вид не очень, а как на вкус. Как на вкус. Мягенько, да, все? Ну да. Ну, масла, конечно, много добавили. Что скажешь? Мягко разварился, я хочу косточку попробовать. Косточку? Угу. Да? Угу. Все нормально? Проварились косточки. Чего-то все равно не хватает. Да. Вот так по мне. Ну, кости развалились. Мясо налима чувствуется. Налим не подходит для консервирования. Мне кажется, да? Мне кажется, тоже нет. Лещ зашел. Лещ зашел. Щука. Ну, та рыба, которая не жарилась, зашла. Ези, лещи. А Да. налим жареный же, он великолепный. Угу. Так что лучше его будем кушать жареным. И мы попробовали, экспериментировали. Не, ну так-то нормально. Вкусно, я ничего не говорю, но мне все равно больше те понравились. Но вообще что-то не хватает здесь тоже. Угу. Остринки, перчинки какой-то. Не, Ну, перец нормально. есть. Что-нибудь такое, да. А так? Ну, будем знать, мы же с тобой экспериментируем. Да. Всю рыбу, ребят, попробовали уже как, что не наесть. Для себя что-то отложили, и уже понимание сейчас есть, что налима мы не будем делать так. Да. Налим у нас жареный, друзья. Заходит просто на ура. Ну, а так, понятное дело, что это все съедится. Поверьте, она улетит махом. Нормально. В общем, как-то так, друзья. Ну, мы специально как бы и вам показываем, чтобы на будущее, может, кто-то тоже захочет приобрести такую штуку и готовить. И вот немножко делимся своими впечатлениями, что налим в данный момент не подошел. В общем, штука крутая, ребята. Приобретайте, гарантирую, что зайдет всем, прям не только там деревенским каким-то людям, но и городским жителям. На самом деле это очень круто. Там помимо рыбы и каш можно делать всякое разное, закуски, ягоды, там, грибы и так далее. Центровая косточка. Мягкая, да? Вот кости, ребят, смотрите, вот такая кость была, налимы большие, они разварились. Ссылка в описании, друзья, 3% скидка по промокоду Дрюня. Залетайте, приобретайте. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья, хорошего настроения, весеннего солнца. Погода супер.